Добрый вечер. Это Татьяна Боричевская и «Вопрос пристрастия». Старейшее издание в республике, газета «Комиму», решила тряхнуть стариной. «Комиму» собирается менять дизайн и даже выйдет в интернет. Для кого старается национальная пресса? Об этом поговорим с первым заместителем директора холдинга «Комиму» Эдуардом Пименовым. Эдуард Пименов, 37 лет, родился в Коми. В 1995 году окончил Коми-отделение филологического факультета Сыктывкарского госуниверситета. Затем 2 года работал корреспондентом в краткерусской газете «Звезда». Потом переехал в Сыктывкар, писал для газет «Комиму» и «Елага». В 2001 снова вернулся в «Звезду», но уже как главный редактор. На этой должности проработал 9 лет. В 2010 перебрался в Сыктывкар, был приглашен в состав руководства холдинга «Комиму». Что касается коми-изданий, коми-журналистов, вот для кого они вообще пишут? Для кого издаются газеты и журналы? Кто ваша аудитория? Как кто? Коми? Коми жители Коми республики. Их сколько? Вот если судить по тиражу газеты «Комиму», например, тираж 2000 экземпляров. Очень мало. Ну да, мало. Почему мало? Разучились люди читать на родном языке. То есть не нужны сегодня коми-газеты? Вот если так по большому счету. Почему нужно? Очень даже нужно. Для той маленькой части населения, да, которая все еще читает по коми. Читает, и надо учить молодежь читать. Поэтому как бы у нас выходят издания, детский журнал «Бикини», «Искорка», молодежная газета «Елага», чтобы учить молодежь читать. Они уже потом повзрослеют, будут читать «Комиму», скажем, газету. Понятное дело, что это элемент национальной политики. Республика, она всячески поддерживает развитие коми-языка. Но насколько это востребовано жизнью самой? То есть не искусственное ли это поддержание? Я думаю, что нет, не искусственно. 2000 экземпляров комиму. Сколько из них продается и уходит по подписке? Ну, все идет по подписке. Все по подписке? Да. Ну, на продажу очень мало. Потому что не купят или потому что подписчиков много? Ну, скорее всего, купить-то, может, купят. Мы даже проводили исследования. Бывает, что почта говорит, что мы продаем там газеты, а те же, скажем, читатели пишут, что нигде не могут найти Комиму. Значит, просто не продают, не выставляют там на видном месте. То есть непонятная сеть распространения? Да. Да? Может, над этим стоит поработать, чтобы ваш читатель вас находил? Ну, вот мы сейчас работаем над альтернативной подпиской. Основной ваш читатель – это житель района? Сельский да. район. А какие темы его интересуют в первую очередь? Ну, скорее всего, о себе, о сельчанах, о жизни села. А сильно отличается вот образ жизни и, может быть, там, мышление вот ваших журналистов, да, Комиму, от тех читателей, для которых журналисты пишут? Нет, потому что все мы из села вышли. Все, если учились только в городе, и все. А так все они сельские, выходцы из села. Ну, вы яркий пример. Ну, да. Вот, то есть вы можете как-то себя поставить на место вашего читателя и спрогнозировать то, что им будет интересно или неинтересно. Да. А политика интересна сегодня жителям села? Я думаю, интересно тоже. И политика, и криминал. Иногда вот сейчас мы опрос делаем среди читателей. И какие рубрики им нравятся, что нравится. Некоторые пишут, что им нравится, хотели бы почитать криминал, например, в газете «Комиму». Или же о видных, знаменитых людях, пусть даже республики. Можно также, не всегда они смогут пообщаться с теми же политиками республиканскими, а республиканская газета «Комиму» может с ними интервью сделать. И по тем же вопросам читателей, скажем. Газета «Комиму», что в переводе значит «Земля Коми», в лучшие годы, это были 70-е, выходила тиражом в 12 тысяч экземпляров. Сейчас для сравнения в 6 раз меньше. Первый выпуск издания вышел в 1918-м. Потом страна стремительно меняла свое имя и газета. В 25 году это был уже Югы Туй, редактировал который известный драматург Виктор Савин. Называться «Комиму» газета стала в 1991-м. А есть ли обратная связь? Читатели пишут письма? Потому Пишут. что у жителей села достучаться до власти, у любых жителей, да, это бывает проблематично. Легче написать в газету, обратиться, не знаю, на телевидение, да, в прессу, свои проблемы изложить. Вот насколько сильная у вас обратная связь?
письма пишут, очень много. И в детские журналы, газеты, и даже в юмористический журнал «Чушканзы» пишут очень часто, и в Комиму тоже. И стараемся отвечать на эти письма. То есть задают конкретные вопросы? Бывает, задают конкретные вопросы и проблемы пишут. Сейчас вот мы запускаем тоже совместную работу с Коми народным радио. У них проект есть там «Скорая помощь». Скажем, их слушатели обращаются на радио, просят там помочь в чем-то. То есть совет, да, какой-то? Совет, да. Ну и получают у них ответ. будет в эфире это выходить, а через газету Комиму будет печатный вариант. Или же обращаются к нам, мы работаем с ними, с Коми народным радио. То есть, получается, нужно расширять, да, сферу влияния, на радио выходить. В интернет, я знаю, скоро газета выйдет Комиму. Ну, мы делаем общий сайт учреждения. Там будут переходы на страницы изданий. Скоро, уже первый, скажем, дизайн уже есть, главной страницы сайта. Скорее всего, где-то в середине января уже готовый сайт будет. Ну, с 1 февраля Нового года будет уже работать. Он как будет называться? Komimu.ru? Пока не знаю. Komimu.ru уже есть имя, кто-то уже взял. Ну, посмотрим. Это не главное. Главное сейчас содержание сайта. С этим проблемы будут? Как по вашим оценкам, да. Ну, там, конечно, не будет такого, чтобы что в газете выходит и на сайте. Там короткая информация тоже будет. Информация об изданиях, чтобы люди знали, те же выходцы республики, Финно-Угорский мир, чтобы знал о газетах, об изданиях наших. То есть это, получается, не вот этот сайт, он не для ваших читателей, он для тех, кто уехал из республики, например, да? Нет, я думаю, что и нашим читателям тоже. В том же вопросе читатель очень активно говорит, что если в интернете будет, то будут читать и в интернете. Да, даже в селах? Да, сейчас интернет в селах есть. Очень даже пользуются. Все-таки сподручнее газетку взять, полистать. Ну, как бы отличаться все равно же будет информация. Как бы не все будет выкладываться на сайте, и не все будет выкладываться, скажем, в газете, а наоборот, как бы реклама будет. Финансирование комиязычной прессы на этот год республика урезала на 12%. Любопытно, что документ об этом был подписан в конце 2009 года коми-языка. Кому, для чего и нужна ли вообще национальная пресса, говорили недавно в Союзе журналистов России. Председатель Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов отметил, что в стране есть газеты, тиражи которых составляют по 500 тысяч экземпляров. Однако они также имеют право на выход в свет, потому что по сути являются носителями культуры, истории и хранителями языка. Может быть, вопрос не к месту, не по теме. Вот многие русскоязычные издания, они страдают желтизной. А вот такое издание на национальном языке, вот на Коми, например, оно может вот быть с таким оттенком? Или изначально идет фильтрация того, что стоит печатать, того, что не стоит? Скорее всего, национальные издания желтизной не должны страдать. Как бы все равно какой-то менталитет национальный. Какой-то, я думаю, что не надо. И так хватает. Есть соперничество какое-то между русскоязычными журналистами и комиговорящими журналистами? Да, соперничества, может быть, и нет, а так у нас свой читатель, у русскоязычных свой читатель. Я думаю, так. Сейчас вот делаем дизайн, меняем вообще формат Комиму. Чуть, современный дизайн делаем. А прежний дизайн, вот я извиняюсь, с каких времен не менялся? Ну, вот это я не могу сказать. Лет 5 точно, может даже больше. Сейчас пришла пора. Пора меняться. И нужно. Да. Почему? Потому что вы чувствуете, что чего-то не хватает? Как-то нужно оживить? Оживить жизнь? надо, да. Также будет там инфографика, может быть, комиксы будут в Комиму. Но это касается в основном Комиму, газеты Комиму. Нашла информацию. В прошлом году, когда вы были главным редактором краткеросской газеты «Звезда», вы совместно с Коми Войтер устроили конкурс «Мисс Зарань». Правильно? Изначально была «Мисс Звезда».
Это к юбилею 65 лет газеты «Звезда» была. Мы изначально делали «Звезда». Вот. Вы тогда же пообещали, что этот конкурс, он мало того, что он уже тогда 3-й раз проходил, он и будет и впредь проходить. С вашим уходом там все замерло, да? Ну, я не знаю, но в этом году мы еще провели «Звезда», проводили. В этом. А какие-то вот такие крупные акции, приуроченные, связанные с именем Комиму, будете проводить? Ну, уже думаем, как сейчас делать. Все секреты пока рассказывать не будем. Ну, половину, Но, если не все. Ну, думаем делать такие акции, концерты, может, благотворительные. Какому-то учреждению собрать деньги и в то же время подписать на издание. Получается, Комиму — это старейшее издание в республике, вот если из советских, да, печатное. То есть сейчас это такой своего рода символ, наверное. Вот всячески поддерживается, да, существование Комиму, вот сейчас за счет бюджетных денег, только ради того, чтобы оно было. Все-таки как бы читатель выбирает газету, он подписывается, значит, газета нужна. У нас цель развития и сохранения культуры, языка. Очень сложная цель у вас. Ну, Да, масштабная и глобальная. И цель стоит, значит, ее нужно добиваться. да. Да. Вам, Эдуард, большое спасибо и желаю вам больших тиражей. Спасибо.